В Павлодаре сегодня тоже встречали уникальных железных коней из Москвы, Запорожья и Уральского края. Это редкие машины советского периода. Их выставили на площадке перед местным вузом. Студенты инженерного факультета по крупицам выискивали дефицитные детали, собирали автомобили своими руками. Как выяснилось, не только старшее поколение, но и молодежь с трепетом относится к классике советского автопрома. Майя Шуакбаева проверила старые двигатели некоторых моделей на выставке. Кабины 407-го «Москвича» или запорожца ЗАЗ М968 сейчас почти как машины времени. В них возвращаются на 70-80 лет назад те, кто копил на вожделенные автомобили на сберкнижке, и те, кто видел советский автопром только в старых кино. Давай поедем в цирк на верблюде. Я прошу поближе к тротуару, граждане. Надо соблюдать. В период расцвета советской автопромышленности в середине прошлого века не было фильма без кадров с «Победой», выпущенной в конце 40-х, или представительской «Волгой», гордостью Горьковского автозавода. У меня просто муж любит старые российские и советские фильмы. Вот, там постоянно мелькают ретро-машины. Решила показать дочь, она тоже любит, с ним смотрит. Выставку ретромобилей местный вуз проводит в 3-й раз. 16 моделей автомашин, мотоциклов и мотороллеров студенты, будущие инженеры собирали вручную. А сейчас мы поговорим с одним из организаторов этой ретро-выставки. Это Рамис Зарипов, преподаватель факультета инженерии. Вместе со студентами они собрали этот уникальный ретро-автомобиль «Москвич» 1962 года, если я не ошибаюсь. Вот вы как собирали вообще, Рамис? Сами? Все работы производили сами на территории университета. У нас есть отдельное помещение, где производились сварочные, окрасочные, сборочные работы. Все запчасти были в оригинале. Если комплектность изначально превышает 50%, мы добираем ее по объявлениям, по друзьям, по знакомым и так далее. Иж, Урал, Юпитер. У многих тогдашних сельских мальчишек при их упоминании дрогнет сердечко. Студент 4-го курса собирал свой гибрид из старого мотоцикла. Сосед хотел отдать его на металлолом. Это гибрид советского и китайского мотостроения. Рига-13 латвийского происхождения, советского. И двигатель от скутера китайского, 50-кубовый. Сделал электрический привод на подвеску, чтобы можно было регулировать клиренс. Вот. И покрасил. Буквально за 3 дня сделал такой дизайн. На выставке ретро-машин любому понятна, экспозиция новых автомобилей такого восторга не вызовет. У этого транспорта своя история. Тут, честно, нужно разобраться в двигателе, но я думаю, я бы поставил какой-нибудь мощный движок и рассекал бы по городу, чтобы собирать взгляды, чтобы все обращали на меня внимание. Этот электробайк студенты университета собирали своими силами на базе советского мотоцикла ИЖ «Планета-4». Сейчас он называется «Эко-Планета-4», потому что ребята зарегистрировали свой патент на устройство соединения проводов. Теперь здесь нет топливного двигателя, только электрический. Сейчас мы попробуем на нем поехать. Майя Шуакбаева, Асхат Аманбеков, Павлодар, Первый канал Евразия.